Добрый день! Я хочу поздравить всех нас с окончанием карантина. Мы продолжаем нашу рубрику «Вам и не снилось». Но прежде хочу выразить благодарность всем нашим подписчикам, кто нас смотрит, ставит лайки, ну и пишет комментарии. Сегодня мы подготовили для вас замечательную новость в рамках нашей творческой деятельности студии СДА. Также мы открываем ряд интересных онлайн-занятий. Уроки вокала, уроки актерского мастерства, уроки танцев. Нам карантин, конечно, принес ряд неудобств, но из всего есть и преимущество. Это онлайн-уроки. То есть долго не нужно собираться, тратить время и деньги на дорогу, не считаться с погодой, позволить себе одеться как хочется, то есть оставаться в зоне своего комфорта. Вот уже в это воскресенье, 14 июня в 14:00 мы готовы подарить вам первый онлайн-урок. Сегодня я хочу представить замечательную нашу артистку студии СДА, а также нашего надежного партнера Елену Дружнову. Она также у нас будет теперь преподавать, это опытный хореограф. Леночка, представься, пожалуйста. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Елена Дружнова. Действительно, со студией СДА мы уже работаем несколько лет, провели достаточно много успешных проектов. И сейчас мы намерены расширяться, в связи с чем студия СДА открывает школу танцев. Занятия у нас будут как в реале, так и онлайн. Да, а наши вот спрашивают, какая все-таки программа, на что они должны рассчитывать? Программа, которая у нас будет преподаваться, называется «Танцевать все танцы может каждый». Я буду преподавать практически все танцы, которые существуют в мире, разумеется, рассчитывая и опираясь на пожелания наших клиентов, на тех, кто будет заниматься. А если клиенты у нас разные? Вот возраста там разные, да, или же опыт разный. Вот мы для кого? Для начинающих или очень опытных, по возрастам или по нации? Как мы это все будем распределять? План разработан специально для всех людей, что и отражено в ее названии. То есть одинаково всем будет интересно? Да, интересно будет женщинам, мужчинам среднего возраста, молодым, пожилым людям. Можно брать с собой даже детей. Очень интересный формат бывает, когда родители занимаются вместе с ребенком. И в программе что-то свое найдет действительно каждый человек. Потом, более того, я практикую индивидуальный подход и стараюсь выстроить каждое занятие так, чтобы каждый пришедший на него действительно получил то, зачем он пришел. Я всегда учитываю пожелания. Лен, ты говорила, что ты, в принципе, занимаешься с каждым, но какие вот именно виды танцев мы будем там обучать? Мы начнем с самых популярных общепринятых танцев, которые могут пригодиться нам как в жизни, так и на сцене. И сейчас у нас в шоу-бизнесе такая ситуация, что вокалист или музыкант должен тоже двигаться, представлять себя эффектно. Поэтому, соответственно, и людей не творческих специальностей, и творческих я буду обучать в первую очередь самым популярным танцам, которые существуют на данный момент. То есть эстрадные танцы для сцены. Это то, что можно исполнять на сцене, когда поешь, либо танцевать в ресторане, в кафе, на дискотеке, по современную музыку разных стилей. Обязательно будет латино, восточные танцы. По желанию аудитории цыганские, испанские, романтические, лирические, танго в сольном варианте. Может быть, будут основы парных танцев, если это будет интересно. Обязательно будет пластика и различные виды салонных танцев, а также, скорее всего, рок-н-ролльные, может быть, ирландские. Я буду действительно ориентироваться на того, кто к нам пришел, выслушивать пожелания, исходя из этого строить программу. Смотри, Лен, это достаточно, видимо, большая программа, да, если мы хотим артиста обучить всем видам танцев. Ну, как сказать, действительно программа большая. Чтобы овладеть всеми этими видами танцев, танцоры тратят там больше 10 лет, как правило, 10-15 лет. Но моя программа уникальна тем, что она программа ускоренного обучения танцам. Я пользуюсь как традиционными, так и новаторскими методами преподавания, и программа действительно обеспечивает ускоренное изучение сразу всех танцев, которые существуют. Поэтому я могу обещать не просто быстрый результат, а даже результат после первого занятия. У нас 14-го открытый урок, и я хочу сказать, что все, кто придет к нам на открытый урок, после этого часа уже приобретут определенные навыки нескольких самых популярных танцев.
Леночка, вот смотри, мы очень дорожим не только нашими артистами, но и нашими поклонниками, да. И, конечно, они бы тоже, равняясь на артистов наших, хотели бы также красиво двигаться, красиво даже вот сидеть в зале и болеть за своего артиста. Поэтому мы можем ли объединять вот на этих наших школах, да, объединять тех и этих? Да, конечно же, мы можем объединять людей творческих и нетворческих специальностей. Она общеразвивающая и оздоровительная, кроме того, что приобретаются навыки самых разных танцев. В процессе мы обязательно сделаем акценты на такие важные вещи, как вот поднятие тонуса тела, похудение, на пластику движений, на профилактику большинства заболеваний, которые могут возникнуть от того, что тело мало двигается, на тонус и развитие всех мышц организма, всех мышц нашего тела. Поэтому программа действительно будет полезна и артистам, и обычным людям, потому что действительно все мы хотим хорошо выглядеть и быть здоровыми. И это нас объединяет. Во-первых, я хочу сказать, что многие люди, конечно же, сидя на карантине, отдыхали, расслаблялись, немножечко больше кушали, чем было надо, поправились, и сейчас им нужно привести себя в определенную физическую форму. В связи с этим очень многие боятся сейчас идти в зал как-то, что их будут снимать, видеть, но чувствуют какой-то некомфорт, некую неловкость. Я хочу сказать, что онлайн-занятия, вот этот формат, который мы сейчас хотим вам предложить, все эти моменты практически решает. И что касается, вот я говорила, похудения. В нашей программе мы обязательно сделаем акцент на ускорение обмена веществ, улучшение тонуса тела и сброс лишних килограммов для тех, у кого они есть. Леночка, может быть, немножко ты для нас покажешь, что именно ожидает наших учеников? Да, хорошо. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Все со спины. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te vuelvas si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Deseo tu cuerpo todo manuscrito. Sube, sube, sube. Тоже получается основа фламенко. Чуть усложним. И у нас получается испанская дрожь. Я все буду показывать со спинки. Еще одно простое движение для мужчин и женщин из фламенко. Последнее движение, допустим, я думаю, что мы это изучим уже на первом занятии. Вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8. Фигура называется пресс-лайн. Она красивая, есть только в испанских танцах. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8. Вот так будут проходить наши с вами занятия. Приглашаю вас. Лена, спасибо за такой объемный ответ, да, на наши вопросы, которые витали у нас в голове. Я думаю, что мы с тобой все-таки проведем первый красивый наш урок. Ходите и танцуйте вместе с нами. У вас все обязательно получится. До новых встреч!